Здравствуйте! В государстве Алания 18 часов и в прямом эфире информационный выпуск сегодня. С вами Ирина Кусраева и вот главные темы дня. 10 лет со дня образования. Управление стандартизацией, метрологией и сертификацией сегодня отмечают свой профессиональный праздник. Помним и скорбим о мероприятиях, посвященных 14-й годовщине Августовской войны. За наших бойцов состоится благотворительный концерт в поддержку остинских участников специальной военной операции на Украине. Десять лет со дня образования. Управление стандартизацией, метрологией и сертификацией сегодня отмечает свой профессиональный праздник. Ведомство со сложным названием, но ответственным делом, от которого зависит качество потребляемой пищевой продукции, а также строительных материалов. Благодаря ответственному подходу к своей работе управление пользуется доверием среди населения. Помимо своих прямых обязанностей, они разбирают обращения еще рядовых граждан. Репортаж Елены Газаевой. Комитет государственной стандартизации и метрологии берет свое начало с 70-х годов. Решением Совета министров ГССР была образована и введена в структуру облисполкома лаборатория госнадзора за стандартами и средствами измерений. В 1985 году лаборатория была преобразована в Центр стандартизации, метрологии и сертификации Юго-Осетинской автономной области. Долгие годы организация существовала под таким названием. Но в 2009 году Центр был упразднен и было образовано Управление стандартизации, метрологии и сертификации при Министерстве экономического развития Республики Южная Осетия. С 2012 года управление было преобразовано в Комитет стандартизации и метрологии. Наш комитет проводит испытания в сфере строительства, в сфере пищевых продуктов. Работники нашей лаборатории проводят свою работу качественно, специалистами выдаются сертификаты, протоколы испытания постоянно у нас есть, хранятся. Все вопросы, которые нас интересуют, эти вопросы мы вполне можем решить. Так что все контролирующие органы в республике, которые проверяют те или иные организации, могут смело положиться на нашу организацию в плане того, что нами всегда качественно и правильно проводятся все испытания с выдачей протоколов. Работники комитета стандартизации прошли определенный опыт, чтобы не усомниться в их точности и порядке выполнения вот этих всех работ. Но из года в год все же требуется, чтобы наши работники постоянно проходили курсы повышения квалификации. Коллектив комитета небольшой, но сплоченный. Председатель комитета старается улучшить условия работы для сотрудников. Недавно были отремонтированы лаборатории, частично приобретено и введено в эксплуатацию необходимое оборудование. В лаборатории пищевых продуктов проводятся химические анализы и механические испытания с целью обеспечения лабораторного контроля соответствия качества сырья, материалов, полуфабрикатов и готовой продукции по действующим стандартам, техническим условиям и требованиям экологической безопасности. В основном мы проверяем пищевые продукты, готовые, которые у нас здесь производятся. Это хлебобулочные изделия, также кулинарные изделия. По итогам проверок мы выдаем сертификаты или декларации, если они нужны. В основном проверки бывают положительные, с положительным результатом. У нас довольно хорошо обслуживается население наше в плане пищевых продуктов. Как нас заверили в лаборатории по пищевым продуктам, из года в год улучшается производство и качество пищевой продукции. В связи с этим расширяется и сфера деятельности комитета. В испытательном отделе по строительным материалам проводятся проверки с целью обеспечения лабораторного контроля соответствия качества. Мы занимаемся проведением испытаний строительных материалов, качества выполненных работ, по заявкам, так сказать, тех, кто строит, подрядчиков. Мы проводим испытания бетонного кубика. Мы его вставляем в пресс. Предварительно мы измерили его массу.
Сейчас мы отводим поршень, устанавливаем образец по центру пресса. Далее подводим поршень на небольшое расстояние и включаем пресс. Этот бетон разрушился правильным образом. Вот. Комитет стандартизации и метрологии сегодня отмечает свой профессиональный праздник. Коллектив поздравил председатель комитета Заурс Хаврибов. Нашему комитету исполняется 10 лет со дня образования. За это время комитет, само собой разумеется, провел определенную работу для улучшения материально-технической базы. Хочу их поздравить с 10-летием. И дай Бог, чтобы они набрались такого опыта, чтобы они не хотели отсюда уходить и были такими вот успешными специалистами, чтобы они вот в своем деле были вот действительно знающими и надежда для Республики Южная Осетия. Так что я всех поздравляю, успехов всем, как в работе, так и в своей личной жизни. Лена Газаева, Рауль Кочиев. Информационный выпуск сегодня. Осетия вспоминает август 2008-го. Памятные мероприятия начнутся 7 августа с поминального богослужения в храме Рождества Пресвятой Богородицы и торжественно-траурной церемонии у мемориального комплекса защитникам Южной Осетии. И продолжатся 8 августа церемонии возложения цветов к местам гибели защитников Южной Осетии, посещение музея сожженных душ и возложение цветов к дереву скорби. Также 8 августа откроется художественная выставка, посвященная войне 08-08-08, и пройдет презентация документального фильма Григория Мамиева «Хахта в Дисанта». 7 и 8 августа в Дни памяти и скорби в республике пройдут памятные мероприятия. В Осетии будут вспоминать события августовской войны. Памятные акции начнутся 7 августа. Митинги, выставки, состоится торжественно-траурная церемония возложения цветов к памятнику защитникам Отечества. Траурный митинг, посвященный военным событиям 8 августа 2008 года, состоится на территории мемориального комплекса павшим защитникам Южной Осетии. Он будет проходить в виде траурного митинга, на котором выступят представители общественности и творческой интеллигенции Южной Осетии. Также на митинге будет проходить возложение цветов. Лето 2008 года с самого начала было неспокойным. Обстрелы участились, риторика грузинских властей становилась агрессивней. Громкие заявления, поддержка заокеанских кураторов, нескончаемые провокации. Апогеем их планов стала операция «Чистое поле». На траурном митинге осетинский народ еще раз напомнит мировому сообществу, всем тем, кто поддерживал преступные деяния Грузии, о жертвах невинно убиенных мирных жителях Южной Осетии. Подготовка проходит совместно с нашим государственным телевидением и творческими коллективами нашей республики. Мы ждем всех в 8 часов вечера 7 августа на территории этого мемориального комплекса. В киноконцертном зале «Чермен» пройдет выставка картин Анжелы Сабановой и Альбины Джагаевой. Основа этой экспозиции – это подготовленные специально по геноциду 2 триптиха. Один триптих принадлежит Сабановой Анжеле Станиславовне. Она заслуженный художник Республики Южная Осетия. А второй триптих принадлежит кисти Джагаевой Альбины Валерьевны. Работы, конечно, они вложили туда свой талант, свою душу. Работы уникальные. Кроме того, в экспозицию выставки включены работы известного художника Инала Джусоева. Мы поставили картины Инала Джусоева в Беге. Учитывая то, что вот он родился 7 августа, мы решили его работы тоже показать. Вот «Мир символов» Инала Джусоева, потому что мы знаем, что эти работы уникальны по-своему, и народ его очень любил. И, конечно, я думаю, что выставка будет посещаема. Выставка продлится до сентября. Яна Плиева, Алим Бетеев. Информационный выпуск сегодня.
В эти дни мы склоняем головы перед защитниками Южной Осетии, пожертвовавшие собой за мир, в котором мы живем. В дни памяти и скорби в Цхинвале состоится и показ фильма «Хахтав Дисанта», посвященный геноциду осетинского народа. Киностудия «Алон Фильм» презентует документальную картину к очередной годовщине трагических событий 8 августа 2008 года. Фильм «Хахтав Дисанта» повествует о геноциде осетинского народа со стороны Грузии, начиная с 1920 года, о том, какие испытания выпали на долю южных осетин. Документальный фильм был снят к столетию геноцида осетинского народа, однако по объективным причинам его премьера не состоялась. Авторы проекта Григорий Мамиев и Юлия Бестаева. Estam avgust vëgjinis ja prezentaci. Bunaj vëgjinis duodasa خاطر bunaj ما مفندش شمای کمان کت فگرن افتر باشه مخنه ایستورک فیروخ کنمد و تون سومبونو خم بونتر کنجست ایستورن ویف دیسه. Сюжетная линия выстроена на двух исторических личностях – борцах за свободу осетинского народа Матей Санакоеве и Рутени Гаглоеве. В киноленте о тех кровавых событиях рассказывают историки. اما گوگلوی روتین و در لگندارو نادیما کشه فنداگل چی فهمیده بون کتا خاکت خشتون لگافته فیدار چی فلودی کت بالیدی گافته فیدار چی فلودی اما اوش دو گوی ما گولته اوش دو قایت ها رو ولته ما نفس با خواستم شمای کینودون التراخ هستم اونجا جورن چی ستوریک تدر اونجاییس ریکانستروکسی تدر مخچه زغم سیستان اوجما رشینات کورت کشو دیس فنجایم هستم اودونه درچه سیستان. Геноцид, учиненный грузинами в отношении осетин в начале прошлого столетия, в 1920 году, стал отправной точкой национально-освободительного движения осетинского народа. Киной систем садас геноцид. Мин форасададу намазай эстамозма. На умаммавад история макуркасам. آدم شما دیسون شما وجنیس و ما من ادوونه ماستودیس مستی نماجه ماستبو ما عجن شرط کتان فلا نه او میست دونه خسازم آز ایس ارتنف دماز استیس کلتورون گناسید استی آخرادون گناسید فزاکو فیفتوی و چیگم بیرتا قد در کنجست ما فت در جرتای کوی او دون کوی در کنم ارمستوشه افزاج кфаифтуй вад фанджой мин одемо гошти суше периоды мидак мавиге носидна. Фильм смогут посмотреть и телезрители нашего телеканала 8 августа. Кроме того, авторы проекта совместно с Министерством культуры планируют организовать показ киноленты и в районах республики. В планах также показ фильма и в эфире национального телевидения Осетия Ирестон, Республики Северная Осетия Аланя. Роза Тедеева, Арсен Гасиев. Информационный выпуск сегодня. Присвоение и подтверждение квалификационных званий. Сотрудники ОМОН прошли проверку на уровень профессиональной подготовки. ОМОНовцы продемонстрировали умение пользоваться оружием, подтвердили знания нормативно-правовых актов, регламентирующих оперативно-служебную деятельность. Ранее бойцы сдали нормативы, необходимые для выполнения должностных обязанностей. Подробности далее. Сотрудники отряда милиции особого назначения подтвердили свои квалификационные звания. Более 40 бойцов сержантского состава прошли испытания, которые проходили в несколько этапов. В их числе сдача нормативов по физической подготовке, что является неотъемлемой частью службы сотрудников ОМОН. Шанч периодически, часто. Фетчок вем будет физически подготовка. Стевей огневой. Вил огневой практически. Я мигенами норматив кома создавать кена. Идол. Сотрудник. Стешев я правовой. Ну служебная подготовка. Еще служебный шевем будет. Я кошкет кома бокена. Шиборта индат. Ну шешан шешатте кена будет сам нашрон. Може закуме гаске кузенча удонсони я табелни мигенанай определенните назначените комаджудонжу дас вопроса вем бойданч сефел ма санис ответа масл кома жопкена я ответа росчекаши я удонал кома рост жопсалкена. Теоретическая часть квалификационных испытаний включала в себя знание нормативно-правовых актов, регламентирующих оперативно-служебную деятельность, а также правил применения, использования и хранения табельного оружия и специальных средств. Я правовой, фастовно надисма на правовой,
служебные. Допустимо и ошибка. Досега нам и ошибка. Уже и такому жопке, ну, когда было. Значит, форум газ, ирина даст хоздашат олшамайдер. Испытания на подтверждение или присвоение квалификационных званий сотрудники милиции обязаны проходить через каждые 3 года. Каждые 3 года. У нас в второй класс. Через 2 года на 1 класс. Когда создавать каждые 3 года, когда подтверждать я классность, я квалификационный классность. Значит, шаренчание личные дела, материально лодишься, ничего личные дела, мен хосчан чушь дошта. Профессиональную и физподготовку оценивала специальная комиссия. По словам членов комиссии, сержантский состав был хорошо подготовлен. Все 40 бойцов прошли квалификационные испытания. Анжела Кукоева, Регина Черткоева, Айда Кочева. Информационный выпуск сегодня. На юге и севере Осетии пройдет благотворительный концерт. Все собранные средства будут направлены военнослужащим, участвующим в специальной военной операции на Украине. В Схинвале концерт состоится 10 августа в киноконцертном зале «Чермен», а во Владикавказе 12 августа во Дворце культуры «Металлург». Исполнители севера и юга Осетии объединились в поддержку осетинских бойцов, участвующих в специальной операции на Украине. Артисты эстрады представят зрителям концерт и направят вырученные средства военнослужащим, защищающим народ Донбасса. Продуктов, то есть концерты, идёртен было, билеты, шортен было, ушхшайна фанда был ханан продукт, может войны, обмундирование есть там, орфитам, кад гананов гефодотнен фауад, находится гананименен лосам, мамоцун бнот концертеров тисам. Инициатива принадлежит известному исполнителю Альберту Лалиеву, которого сразу же поддержали коллеги по цеху. Концерт пройдет 10 августа в киноконцертном зале «Чермен». Ордыге 4-й боза лапута орвестуй Донбасма офта файнардыге олчидер каман кодия бунди офта хос орвесто мандар бафанда дишамай мабум коду мецен бохос кем, то есть концерт овожун шайфарастай мецен истамай бохос кем продукты овшем оши концерт овожун монана хоскена Министерство культуры. Бано Бекоев, Игорь Тасо, Милена Икаева и многие другие артисты исполнят популярные и любимые композиции. Как добавил Лалиев, на концерте прозвучат патриотические песни. Концерт Ршавженис 10 августа, киноконцертный зал «Чермена», Тоблов Сирбошет, Маолчидер Хадройсо, Шамай Бохоска, на Лапутанка Думаштакаста Туха Бедера. Концертную программу представят и во Владикавказе. Там мероприятие состоится 12 августа во Дворце культуры «Металлург». Зарина Кочева, Азамат Кудзеев. Информационный выпуск сегодня. Война глазами очевидцев. Мы продолжаем серию репортажей, в которых жители республики вспоминают события августа 2008 года. 8 августа 2008 года. Обычный летний день пятницы стал для жителей Южной Осетии рубежом, разделившим жизнь на до и после. В официальных источниках достаточно военной хроники, но воспоминания выживших воистину уникальны. Рассказы из первых уст переносят нас в прошлое. Мы снова погружаемся в эмоции, пережитые очевидцами тех страшных дней августа. Страх и растерянность, бессилие и тревога, вера и надежда. Все эти чувства в полной мере испытала героиня нашего сюжета Светлана Цхавребова. 7 число нам, значит, лапутар бошедесте. Заган сахкана мошам гуратма. На модом сахкан турдам дом дуне лапуташ десте мадам саоздохчесте мадам он комайзар ободам. Золотой век офиджи дима. هم بیمالچیزگی مکستم بون نردم رایدت توی خسته رایدت توی خسته تما جامعه دروشش تو نماز فیاضتی مچنج مثلا فندق بل شرم درسال مثلا ورستک دروشش تو ورستک دروشش فنام رو مویون خرج بگوی کار باز اخیرت همون تیل سنتر تا بی ما هم فورت تو منو نوری کد دو نوارو تو مثلا بی دون میکوتی بی هم کاری ترسال کوتی میامرم باکس توی ما اون اوترته آپرخت هست اون گویسته خسته تا وقت داشتن چوجی بالاست کلیت تاخنج ما مخمن بولچزگی مالق دستم ما فست کوبه زنم شل در کلیت در مزاحن نمیگن فقط جمجیم ما اون بوم باکس دستم مثل کابینم دیوینا
ტონკოთა შავენჯ ახსთა შავენჯ ოლურდი მოხართა და სახსტივეთჩან შესამები უმაი მა ტონკოთა რვოხსს დომუჟესა შუმხოსემა ფაშავენჯ გურათმა მოხფასტო კუპიაზანა აი მიზან შოს ტონკო ფაშავზანა ყანგურათინ ნეფერხქანჯისტე მაგრამ ofta მაგჟე საშუმ წუსქოშდი მაგჟე შუმთემ ქნოლ ხოსტივად ofta სლღდესტა მაზანომ კუხნეოდიმა მა ტონკოთა შეთქფისტე ვად ჰორდგი როხოსტესტამა მანა უგოლაიქ როხოსტესტამ ოშე ჟელეზნი თაჯენავდივად მანა შუგოლაიქ როხოსტესტამ ვად ოლაკასამა იუდური ofta პეხუტო შანჩ მიგანანტიმა მამა ხუდონ კოუტომად ფასტემა ნოლომ ბახსტესტამ ფალა კუხნემა ბოჟდესტამ ისევმა განამ დუორმა ნოლკუმ მე მემბოლჩეს კოხალა შაფკუტო მა ხოდუნ შაფმა მანაჯი ოშე დაჯენავდის ზობურთაჯენავდის მაზნოჩი შაფმა ოშუდამ როკოსტმა ავტომოტოშუდამ როდორტი დუა მაგრამ მომოდით მოღლომაზან შუი მებოლჩეს განზოფთამ მაგრამ ორდამ დომროშეთ автофашистам даракатилга заган монафехсустан шиганагстам. Для всех война разная. Кто-то чаще вспоминает боевые сражения, кто-то человеческую смелость. Во время интервью у сильной, на первый взгляд, женщины на глаза наворачиваются слезы. С первых же слов она снова физически ощущает запах гари, пороха, крови, въевшийся запах войны. Havien gohatjastam maun karajanshi dar tojertu khundar nilavdeste duasud mokhthay inatashe deste falaje duer lavdeste ma ste karajanshi dar tojertu tum fastamoltna rozdaqstam ma oshedeste ma mokhor bojedestam nadarna uvernit to udgosoydastam oboftamottanam tortu uje lagi galdar noldishtu udgostaro lag yakhirskasto udgostam zarga stai sikhur magetsel doje sikhur efasta dar digetsel axtak fasobrdarstar როისტო მომშდარ ნამოიკოთით და შდარ მიტეთით და მოდისო ნიშევდი მაჯე როხტარ ხოსტომ ზან სარუნოთასენ ისტამე უბატტამ ზან შაფტაჯე ჯინს ხობრესტამ ნაგუბრენ წორელ მაორთ ჰავიონ გობრესტამ მამ კუთარტჯე დუალა ხუიბო ბოიაფტომ უთარტუ კუბოთსტამ მად ქაშაიდარ ბედრესვე ტოსვიტო ყოსტის ბრდესტამ მე კამდარ კუთარტას სორტომ ბუნაი ედვოდიტელედი ბემბე ვოდიტე ჯუთაირუინ Ja precio hom skosne ochsti namek. Ja botingot en rolostom mo khozan tav di tank tav. Ma dondum kutto. Nordam bobrdestam ma bagio ta shacht karjin sno khostom man la putoftar tabundom khurmoksta. Bolisom yolostu. Moch snofta zaran oftomottanam rottut. Mazman men bolchiz ma fain oftomot rottu ez mirokulistam kustum ma jakhstum ma oftomotim ma khoinzunen. Ma fain oftomot rottu ma Kutartam nujer bolostom inartazion moldzigov qabisov moldzigov ma ed somankoev kutarta mana obundar zagan einer tamoloduila puixsan oftomotima utkuttom botorstastam ma olemma sholma vi bolni somolostu sholma vat maste umunteshtar moshinos kuttu masa ul severtomma vohtar semeroshdastam. Время неумолимо бежит. Сегодня мы просыпаемся под мирным небом, а память о тех ребятах, которые отдали жизни за наше светлое будущее, бессмертна. Они всегда будут для нас примером мужества и героизма. فخواستم نمیگفته. اگر شیم بازدادیاش شرده مناش قبر کجاخت دور الفتوح کد کستر که در نبازدادی هفته مگر ما هم جبخ زد دخل رودی ما گودی هفته جبخ قوجا گینی نخم لکات کد مگر لطف دانسته. И все же война, она для каждого своя, и все ее помнят такой, какой они ее видели сами. Лена Газаева, Рауль Кочиев. Информационный выпуск сегодня. А далее прогноз погоды на завтра, 4 августа. Завтра в республике будет ясная погода, но вечером пройдет небольшой дождь. В Знаурском районе днем плюс 32, ночью плюс 19. В Заурском районе днем плюс 32, ночью плюс 17.
городе Квайса днем плюс 27, ночью 15 градусов тепла. В Ленигорском районе днем плюс 31, ночью плюс 19. В столице республики в Схимвале днем плюс 32, ночью 18 градусов тепла. Я благодарю вас за внимание. До свидания.